Если мы захотим округлить какое-то из чисел, они у нас все с большим количеством дробных значений, то мы воспользуемся одной из функций округления. Например, функцией округл, которая позволяет округлять числа до заданного количества знаков после запятой. Пишу равно округл, открываю скобку. В качестве первого аргумента мы указываем то значение, которое планируем округлять. Я сошлюсь на ячейку, которая это число содержит. Далее ставим точку с запятой и указываем то количество знаков после запятой, которое должно остаться. Давайте оставим два знака. Закрываю скобку, нажимаю на ввод, и мы получаем результат. Округление произошло до двух знаков после запятой, как мы и попросили. Если мы протянем эту формулу вниз, то мы увидим, что округление срабатывает по-разному. В первом случае у нас округление произошло к меньшему, то есть знаки после второго были просто отброшены, а во втором случае округление произошло наоборот к большему, то есть часть знаков была отброшена, но при этом шестерка превратилась в семерку. Дело в том, что функция округл округляет в соответствии с математическими правилами. Там, где нужно округлить к меньшему, она округляет к меньшему, там, где нужно округлить к большему, она округляет к большему. Функция также позволяет округлить число и совсем без знаков после запятой. Для этого мы должны количество знаков после запятой указать 0, и тогда их не будет вообще. Кроме того, у этой функции есть определенная особенность. Если мы в качестве количества знаков после запятой укажем отрицательное число, например, минус 2, в этом случае все, что было после запятой, будет отброшено, а все, что было до запятой, будет округлено в соответствии с тем количеством знаков, которые мы указали. В данном случае мы указали два знака, и вот мы видим два нуля. При этом округление также произошло по математическим правилам. В том случае, если нам нужно отступить от математических правил и сделать округление вверх, даже если математические правила предполагают обратное, мы можем воспользоваться функцией округл вверх. Она делает то же самое, за одним простым исключением. Округление всегда происходит к большему. Пишу равно округл вверх, указываю значение для округления и количество знаков после запятой. Мы видим, что число округлено к большему значению. Можем сравнить с первым примером, где такое же число по математическим правилам было округлено к меньшему значению. И функция округл вниз делает обратное. Она всегда округляет к меньшему, даже если математическими правилами предполагается округлять к большему. Пишу равно округл вниз, указываю значение для округления и количество знаков после запятой. Мы видим, что лишние знаки просто отбросились, то есть произошло округление к меньшему, потому как мы воспользовались функцией округл вниз.